Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Услышать каждого». Сегодня у нас в гостях девочка, которую знает вся Тува, а в последнее время и вся страна. Участница телепроектов «Голос Азии», «Синяя птица», «Голос дети», 4-й сезон, Айкыз Кыргыз. Привет. Здравствуйте. Со своими наставниками это Ирина Маламдай, здравствуйте, и руководитель творческой лаборатории Борис Салчак. Здравствуйте. Айкыз, первый вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Меня зовут Айкыз Кыргыз, мне 14 лет, я учусь в 5-й гимназии города Кызыла, 8 Б класс, занимаюсь вокалом, музыкой в творческой лаборатории Бориса Салчака. В последнее время стала ходить на большой теннис. Борис, с чего начинался профессиональный рост Айкыз? И когда? Скорее всего, наверное, с самого Алтая, потому что она очень много раз приезжала в город Кызыл, вместе с КВН приезжала, участвовала в Хамнарок на разных конкурсах. И с нами она встретилась именно в «Голос Азии», когда мы совместно с радио делали этот конкурс. Вот тогда мы увидели Айкыз Кыргыз. Это сколько лет назад было? 4 года назад? 3-4 года назад. Чем тогда она выделилась? Выделилось то, что у нее очень хороший слух, очень музыкальный ребенок, потому что задание, которое вытягивала во время конкурса, она через день уже практически нам выдавала. Ну, конечно, мы там помогали ей именно своим талантом. Давайте вспомним, сколько всего ребят участвовало. В том конкурсе, где Айкыз Кыргыз побеждала, наверное, 150, 200. Даже так, да. Очень много. После конкурса «Голос Азии» дальше как продвигались? До проекта «Голос дети». Самое главное, мы как организаторы, это кто? Это вот Ирина, дочь моя Евгения, мы детям пообещали, не только детям, мы всей республике сказали, что мы обязательно доведем ребенка, который победит, до высоких мест всероссийского конкурса. Так что мы думаем, что мы сдержали свое слово. Первым поездка у нас была город Красноярск. Будущее начинается здесь. Будущее начинается здесь. Она там победила, первое место заняла. Ну, а потом уже Москва. Что можете сказать о «Синей птице»? Как вы туда попали? Ой, это было совершенно случайно. Я просто видела рекламу по телевизору и пришла и поделилась своим желанием с Айкыз, с Борисом. И мы отправили заявку. Буквально через 2 дня нам позвонили, пригласили нас на кастинг. Нам известно, что Айкыз выступала с народной артисткой России Тамарой Гвердцидели. Как это происходило? Почему именно она? Вот я не знаю, но опять же это был редакторский выбор. Нам отправили песню и сказали, что вот Айкыз... Это же было после «Синей птицы», да? Это «Синяя птица». Это была финал. Да, это была «Синяя птица». Мы прошли первый тур благодаря поддержке землякам, землякам, все, кто болел за Айкыз в этом проекте. И вот мы этот путь с Тамарой. Нам была предложена песня, мы ее выучили, мы приехали, и у всех были такие моменты репетиционные. У Тамары, видимо, настолько был плотный график, она пришла уже на запись. То есть это все происходило, вот можно сказать, на площадке. То есть даже репетиции не было. Ага, даже так. Да. Как ты думаешь, получилось у вас? Ну, по мне так получилось. У меня, конечно, не музыкальное образование. У нас такой зажигательный номер вышел, несмотря на то, что не было репетиций. Мне кажется, мы... Айкыз очень волновалась. Вот, естественно, когда ты репетируешь, уже как-то все более уверенно чувствуешь. Здесь, опять же, это был абсолютно первый опыт телевизионный Айкыз, чтобы на камеры работать. Еще с таким большим артистом, как Тамара Гвердцидели, поэтому... И мне кажется, что это профессиональность какая-то в этом есть, то, что просто прийти, договориться, кто что будет петь, и просто выйти и спеть. Чему ты у нее научилась? Как ты думаешь? Я думаю, что у нее были очень правильные советы у Тамары. Да, например, вот она мне советы давала.
Ну, то, что... Сейчас. Заниматься музыкой, заниматься А инструментами. вот фортепиано. да. Там. Давайте расскажем теперь о проекте «Голос дети». 4-й сезон все-таки. Я так знаю, что Айкос должна была выступать в 3-м сезоне, но Очередь не дошла. давайте расскажем подробнее. Ну, в прошлом году детей набрали как-то очень быстро за 2 дня. Эфиры А я прошли. была в 3-м. Да, Айкос должна была идти вот в 3-й день на запись. И нам позвонили вечером, сказали, 11 что часов. мы вас поздравляем, но вы идете дальше в 4-й сезон. И сколько по времени ждали до следующего сезона? Год? Год целый. Борис, насколько оттачивали голос Айкос для того, чтобы уже с этой песней выступить на «Голос дети»? Может быть, целый день репетировали? Оттачивали, это, наверное, неправильно будет. То, что Айкос ходит к нам в студию, занимается, даже просто среди нас тусуется, это Огромная школа. да, это для меня это просто, например, присутствовать среди каких-то музыкантов, просто даже смотреть, учиться, учишься у них. И также у нас в студии вот так происходит. А когда мы начинаем уже конкретно учить какую-то песню, мы, естественно, говорим, что надо где дышать правильно, где правильно брать воздух. Ну, все мы проходим практически. А потом, когда я Айка спросил, как в городе Москве все это проходит, она сказала, что то, что мы здесь учим, то, что там учат, ну, большой разницы нет. Насколько ты волновалась? Вот ты вышла на сцену, вот сидят наставники, спиной пока. Первый раз я очень сильно-сильно волновалась. Когда меня уже за кулисы провели, я уже там вся тряслась, стояла, не могла держать себя в руках. Ну, потом я подумала, зачем волноваться, лучше настроюсь, хорошо спою. И вот я пошла, уже эти черные двери открылись. Ну, вот, дальше я чуть-чуть не помню. Не помню. Настолько волновалась, что все забыла. Да. Итак, оборачивается Дима Билан. Хотелось вскрикнуть прям посреди песни? Я, правда, вот пока со зрителями там, ну, контактировала, там, пела, к ним поворачивалась, я вообще не увидела, что он повернулся, что Нюша повернулась. Я просто повернулась в один миг и вижу, кресло тут повернутое стоит. Я такая, оу. Вот. Я, наверное, была самым счастливым человеком в этот момент. Вот. Почему выбрала Билана? Ну, мне кажется, что он такой опытный наставник, уже как 4 года там сидит, знает свое дело. Вот, и мне бы хотелось к нему пойти. И он так прикольно поет. Вот. Ирина, вы же были, вот, скажем так, за кулисами. Насколько воздух был наэлектролизован там непосредственно? Ну, я думаю, что наши чувства и эмоции нисколько не отличались от эмоций Айкос. Это ожидание просто... Это очень волнительный момент. То есть, вот, как она говорит, я ничего не помню, мы практически мы уже потом по крупицам стали восстанавливать, чего, как мы реагировали, как мы... Если честно, когда повернулся Дмитрий Билан, я этого момента тоже не как-то вот упустила из виду. Я уже видела, когда кресло Нюши стало поворачиваться. Но это очень-очень такой эмоциональный. Там был момент, когда девочке, которая пела, не повернулся никто. И мама ее упала в обморок. Вы представляете, вот насколько там... То есть с волнением даже некоторые справиться не могут. То есть это очень волнительно на самом деле. Одно дело смотреть на телевизоре, другое там стоять, ощущать какого-то... Поддержка земляков чувствовалась? Ой, еще какая поддержка. Нет, на самом деле это очень чувствовалось. Особенно после того, когда вот это все произошло, и вот слезы радости, гордости, поздравляли. Да, кто первый поздравил? Ой. Много кто позвонил. Писали очень много. Сейчас же есть возможность звонить и писать, поэтому это очень сложно сказать, мы не успевали. Итак, второй тур. Это уже поединки. Вас 3 девочек. На этот раз
такого сильного волнения не было, потому что 3 человек рядом. Расскажи о соперниках, соперницах. Но это даже не соперницы, а подруги. Мы за этот период времени, такой маленький срок, мы очень сильно сдружились, и мы всегда держим связь, общаемся. Вот. Да, Мне было очень легко, так, работать с ними. Они ловили каждое слово. Да, мы сейчас будем, конечно, болеть за Снежану, которая уже вот в финале. Она умничка, молодец. И я думаю, что, во-первых, номер состоялся, потому что я считаю, что это был вообще самый замечательный номер на проекте. Может, я не объективна, конечно, но тем не менее. И как-то вот, наверное, благодаря вот, опять же, этим пережитым эмоциям, то, что вот они вместе, и они друг друга поддерживали действительно на сцене. И это выступление было не ради победы одного участника, а ради именно вот красивого, зрелищного вот этого номера. Да, представления. То есть все удалось. Все. Айкос, можно ли тебя попросить сейчас спеть что-нибудь? Да, конечно. Можно 1-2 композиции? Я сейчас пою народную песню «Кангурей». Алдан четкен чылгынның алысы кайдал конгурей. Алды кошун чонумнун алы кайдал конгурей. Еще что-нибудь? Я могу спеть русскую песню. Она называется «Ты ушла», из репертуара Насти Каменских. Вот. Ты ушла, оставив след за собой, и теперь ты стала яркой звездой. Ты ушла, подарив нам весь мир, что для нас он как отчаянный мир. Но зачем же такою ценой? Мы хотели пойти за тобой. Спасибо. Спасибо. Айкос, а сейчас чем ты занимаешься? Хобби? Ну, понятно, что в школе учишься, и мне интересно, как ты вообще совмещаешь и проекты, и учиться? Ну, приходится все эти темы догонять, учиться, чтобы не отстать от остальных. Вот. Иногда бывает такое, что я дома до 3, до 2 сижу, и потом не высыпаюсь. Ну, и все, конечно, неспроста. Вот. А так я хожу заниматься английским языком в английскую школу, English School в Мангулеке. Хожу на большой теннис, в студию хожу. Вот. Сколько лет английским занимаешься? Ну, английским начала заниматься в этом году, в начале этого года. Кем ты хочешь стать в будущем? В будущем мне бы хотелось стать либо переводчиком, международные отношения, там, не знаю, вот, либо актрисой в каких-нибудь мюзиклах играть, или в Бродвее, может. Вот. Вы в этом плане поддерживаете? Мы обеими руками. Ирина, какие дальнейшие планы у вас творческие? Ой, планов громадье на самом деле. Хочется, чтобы Айкос теперь уже вот отошла немножко от этой конкурсной всей истории, и хочется сделать какой-то такой хороший проект, чтобы это уже были концерты, хорошие концертные площадки, даже, может быть, уже выйти на международный уровень. В принципе, такая возможность есть. Мы вот сейчас как раз над этим думаем, и думаю, что у нас, наверное, что-то получится из этого. Но хотелось бы в это верить. Самое главное, что у Айкос есть желание. А самое главное, если есть желание, то все получится. Да. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Нам хотелось бы сказать огромное спасибо за поддержку, за внимание, за, не знаю, теплые слова. Особую благодарность хочется выразить правительству Республики Тыва, Министерству образования Республики Тыва, Министерству культуры, Национальному театру, ООО «Восток»,
уже на протяжении долгого времени нас поддерживает. Спасибо огромное. Я думаю, Айкос вас тоже сейчас поблагодарит всех. Хочу сказать огромное спасибо моим землякам за то, что вы поддерживаете всегда со мной, за теплые слова, за все-все, моим родным, близким, моим одноклассникам, моим учителям, директору моей школы. Огромное спасибо. Вот. Спасибо. И эта поддержка действительно чувствуется и придает сил. Спасибо огромное. Спасибо за то, что вы верите в нас. Спасибо. Спасибо. Я хочу пожелать вам удачи во всех ваших творческих планах. Я желаю, чтобы у вас все сбылось. Спасибо. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Айкос Кыргыз со своими наставниками. Это Ирина Маламдай и руководитель творческой лаборатории Борис Салчак.